Не думайте, что через молитву нельзя исцелиться. Все лечится. Нет человека, который бы не выздоровел. А если совсем не исцелился, значит, умрешь. Ведь наш пророк, мир ему и благословение, сказал, есть два недуга, от которых нет лекарства – старость и смерть. Так зачем бояться? Если еще не умер, значит жив. Остальное придет само, если на то будет воля Всевышнего. Мы, мусульмане, должны смотреть на смерть иначе. Мы должны уметь улыбаться, даже уходя из этого мира. Представьте, как прекрасно встретить Азраила с улыбкой, радуясь тому, что душа возвращается к Аллаху. Это мечта. Раньше я много о чем мечтал. Было полно желаний, амбиций. Казалось, нужно успеть и то, и это. А потом понял, есть нечто, что убивает любую амбицию. Смерть. И когда осознаешь это, понимаешь, что теряют смысл и мирские удовольствия, и жена, и дети, и дом. Оказывается, даже мулла может размышлять поверхностно. И у нас, оказывается, тоже есть нафс. Теперь понимаю слова «умереть с верой». Это не просто красивая фраза. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал великую истину. Самый разумный человек тот, кто готовится к вечной жизни. Выходит, по-настоящему мудрые люди – это те, кто сидит в мечети. Они поминают Аллаха, читают Коран, следуют сунне, любят ученых и праведных и живут ради Аллаха. Иногда ко мне приходят миллиардеры, те, кто, кажется, прошел все ступени успеха, добился богатства и власти. Я спрашиваю их тихо, «Как вы?» Они отвечают, «Не очень». «Почему?» Удивляюсь. «У вас же все есть». А они говорят, «Вот именно. И от этого мне нехорошо». И правда, оказывается, у них все плохо. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Кого любишь, того потеряешь». Как же это мудро и точно сказано. У кыргызов есть пословица «Смерть – истина». В конце концов, все равно умрешь. Вот почему я и шучу иногда. Если не выздоравливаешь, значит умрешь. А болезни, бедность, разорение, измена мужа или жены, смерть ребенка, разлука с родителями – все это лишь временные испытания. Поверьте, все со временем забывается. Нет ничего, что не стирает время. Не забывается только добро, которое ты делал людям. А то добро, что делал себе, не забудется в вечности. Значит, жить нужно только ради добра. Я поставил себе такую цель, иншаллах. А вы? Аллах говорит, соревнуйтесь в добрых делах, помогайте друг другу. Такими мы, мусульмане, и должны быть. Остальное не так важно. Все проходит. Ведь недаром говорят, этот мир приходящий. Когда Юсуф Али приехал к отцу на машине «Волга», отец в то время ехал на осле. Сын, увидев его, сказал, «Отец, садись в машину». Разве можно, чтобы отец первого секретаря ехал на осле? А отец ответил, «Эх, сынок, ты на Волге плывешь по жизни, а я на ослике ковыляю, но все равно оба мы уйдем из этого мира. Езжай вперед». Как же мудро сказано. Оказывается, даже в 21 веке, в век технологий, наш разум порой не способен понять такую простую истину. Разница между тем, кто на осле, и тем, кто на Волге, только в человечности. Недавно я услышал одну историю. С одной стороны, она глубоко тронула меня, а с другой, на сердце стало как-то странно. Один богатый и влиятельный человек, добившись высокого положения, решил привести к себе отца. Он послал за ним водителя. Когда отец вошел в кабинет, сын, сидя в мягком кресле, с гордостью сказал, «Ну вот, отец, помните, вы говорили, что я ничего не добьюсь? А я стал человеком». Отец посмотрел на него спокойно и ответил, «Эх, сынок, даже кресло не сделало из тебя человека. Если бы ты действительно стал человеком, ты бы сам пришел ко мне и рассказал бы об этом с радостью. Оказывается, человеком становится постепенно, а плохим можно стать в одно мгновение.
Поэтому, если ты пришел к вере, будь добр, иди прямо. Будь человеком с совестью. Я всегда говорю, если уверовал, живи достойно. Будь верен обещанию, которое ты дал Аллаху. Выполни его. Ты же сам знаешь, откуда тебя вывел Аллах. Из пьянства, из наркотиков, из разврата, из греха. Так скажи 1000 раз «Альхамдулиллах» и будь благодарен. Не будь таким, что сегодня пришел в мечеть, а завтра нет. Нет, так нельзя. В этом и есть суть религии. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 23 года учил нас этому. И все книги, написанные за 1500 лет, говорят об одном. Уверуй, живи правильно, будь человеком. Ты ведь не зверь, ты человек. Я иногда говорю резко, не обижайтесь. Мы стоим у могилы. На ней установлена большая железная ограда. Люди смотрят на это железо с восхищением. Но никто не задумался о самой могиле. Никто не почувствовал, что и он однажды ляжет туда же. Никто не сделал для себя выводов. А ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, для верующего человека самым достаточным примером является смерть. Сегодня я хочу посоветовать вам одну замечательную книгу. «Мудрецы ислама, изменившие мир». Автор Исламбек Дайырбеков. Автор лично подарил мне эту книгу от чистого сердца с надписью «Эрмеку Устазу». Когда я прочитал ее впервые, не придал большого значения и отложил в сторону. Но потом мне довелось встретиться с самим автором. В книге я кое-где сделал пометки и поделился с ним своими мыслями. Не знаю почему, но когда я прочитал ее снова, внутри все перевернулось. Книга глубоко затронула мою душу. И теперь я искренне рекомендую ее каждому из вас. Не буду раскрывать все детали, чтобы не делать спойлер, но скажу одно. После этой книги я решил провести конкурс по чтению и в Бишкеке, и по всему Кыргызстану. Но самое главное, что я хочу подчеркнуть, эта книга разрушает ложное представление о том, будто ислам – это отсталость и тьма. Наоборот, эта книга учит нас тому, что мы, мусульмане, были и остаемся на 1000 лет впереди. Когда я прочитал эту книгу, моя душа словно ожила. Мой помощник Азрет принес второе издание, и по дороге из Мекки в Медину я прочитал половину книги. А потом, вернувшись, прочитал ее еще раз, уже с особым уважением и гордостью. Оказалось, что половина ученых, о которых рассказывается в книге, из наших краев, из Средней Азии. Аллах в Коране говорит: разве могут быть равны знающий и незнающий? А пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: стремитесь к знаниям, даже если находитесь в Китае. Да, этот хадис считается слабым, но он передается как напоминание о ценности знаний. Получение знания считается обязательным для каждого мусульманина, и для мужчин, и для женщин, от рождения до смерти. И еще пророк, мир ему и благословение, сказал: учите ваших детей знаниям. А Али ибн Абу Талиб говорил: воспитывайте своих детей в соответствии с их временем, а не с вашим. Наше время другое, и их время другое. Алгебра, геометрия, физика, химия, биология, астрономия – все это зародилось у мусульман. Даже многие детали современных космических кораблей были изобретены еще 1000 лет назад мусульманами. И до сих пор большая часть инструментов, используемых в современной медицине, это изобретение наших мусульманских ученых. И теперь что скажем на это? И вот тогда мне пришла мысль: Эрмек, не посрами своих предков, будь твердым. И с тех пор у меня появилось еще одно чувство гордости. Поэтому я хочу, чтобы и вы прочитали эту книгу. Вы ведь читаете жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сподвижников,
ученых, праведников, узнаете о достоинстве науки и намаза. Если мы проведем этот конкурс по всему Кыргызстану, чтобы доказать, что мы не отстали, а были впереди, тогда, иншаллах, мы направим народ, особенно молодежь, на правильный путь. Да, это нелегко, но я помню, однажды мы уже проводили конкурс и вручили в качестве приза машину. И тогда я заметил, что у нас много читающей молодежи. Книги читаются активно. И потом я примерно посчитал, в нашей стране открылось около 300 книжных магазинов. Это значит, что интерес к чтению есть. И потому я хочу уделить внимание именно книжным конкурсам. Вы согласны со мной? Я сам очень люблю книги. Иногда даже если не успеваю читать, просто беру книгу в руки и вдыхаю ее запах, потому что запах книги особенный, он дает силы. В книге есть тайна. Рассказать? Книга – это молчаливый друг. Когда грустно или тяжело, я открываю книгу. Когда не хватает любви, читаю книги о любви. Когда хочу, чтобы душа наполнилась светом, читаю о жизни пророка, алейхиссаляту вассалям. А когда не с кем поговорить, открываю книгу о мудрости и чувствую, как становлюсь богаче. Когда нужен стимул, просто беру книгу и читаю. Не думайте, что имамы или устазы не грустят. Мы тоже грустим. Иногда читаешь книгу, и слезы сами текут. Книга – это удивительный друг. Такого друга найти трудно. Есть друзья, с которыми ходят в баню. Есть друзья, с которыми пьют чай. Есть друзья, с которыми скидываются по $100. Но стоит тебе остаться без денег, и эти друзья исчезают. И ты понимаешь, никого нет. Но если твоя душа привязана к книге, ты начинаешь задумываться.